За уничтожение редких растений и грибов теперь может грозить срок. За продажу или покупку краснокнижных растений через интернет наказание может быть жестче – 5 лет лишения свободы. За использование служебного положения – 7 лет. В составе преступной группы – до 9 лет, плюс штраф до 3 миллионов рублей. Но если человек случайно сорвет цветок, не зная, что он краснокнижный, к уголовной ответственности его не привлекут. Что можно сказать относительно флоры нашей республики, мы спросили у одного из ведущих специалистов в этой области, Александра Исаева. Это постановление относится только к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. А таких видов у нас 11. То есть не все виды растений редких, занесенных в Красную книгу Республики, нашу республиканскую, относятся под это законодательство. Среди видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации, из видов якутских популяций можно назвать рядовскую двоякоперистую, рябинокизильник Позднякова, скажем, хлопчатка Толя. То есть виды, которые редко человек случайно может где-то обнаружить, найти. В основном законодательство это обращено к специалистам, которые собирают целенаправленно и уничтожают целенаправленно виды растений. Так же, как в свое время было принято подобное законодательство в отношении, например, бабочек, в отношении насекомых, в отношении животных, что необходимо сохранить от коллекционеров, в первую очередь. Да? Но есть, правда, виды, которые люди используют в медицинских целях, скажем. В первую очередь, это растение, которое называется радиола розовая. Вот в отношении радиолы розовой есть определенная опасность. Она занесена в Красную книгу Российской Федерации, она занесена в Красную книгу ряда регионов, в том числе и Якутии. Ну, всем она известна под названием «Золотой корень» еще. Второе, более такое название. Она встречается, это растение встречается практически в горных районах по всей Якутии. И в Южной Якутии, и на севере. Правда, на севере зачастую вместе с другим видом радиола северная, радиола четырехраздельная, по-моему, называется. Ну, вот тут определенные... Ну, в любом случае, люди, которые раньше собирали это растение и собирают это растение, хорошо осведомлены о том, что это растение относится к краснокнижным, не только региональным, в региональной Красной книге Якутии, но и Российской Федерации.
В принципе, ее можно собирать в тех местах, где ведутся горные разработки, скажем. Да? Для этого можно получить разрешение в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства. Правда, плохо регламентирована вот эта деятельность, конечно. Необходимо регламентировать деятельность по сбору лекарственных растений, регламентировать деятельность по охране редких растений. Например, постановлением Министерства экологии Российской Федерации определены ставки штрафов за порчу, за гибель редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Но этого нет в отношении видов, занесенных в Красную книгу Республики, например. Да? Допустим, мы знаем наши любимые виды растений, как сардана, саранка, скажем, различные виды венериного башмачка, занесенных в Красную книгу. Вот за уничтожение этих растений, к сожалению, только административная ответственность определена. Даже без штрафных санкций. Почему? Потому что штрафы, размеры штрафов не определены ни одним документом. В принципе, необходимо бы в этом отношении поработать, продумать нашим специалистам Министерства охраны природы. Потому что для охотничьих-промысловых видов и так далее все это есть. Но нет для редких видов растений совершенно, они у нас беззащитны, по идее. Кроме того, что просто определено, что это растение редкое, оно охраняется на территории ООПТ, других охранных, скажем, мер практически нет. Дошло до наших законодателей, что необходимо принимать какие-то срочные меры для сохранения редких видов растений. А нашим грибникам тогда безопасно, да? Можно собирать любые грибы? Нет, любые грибы лучше не собирать, потому что если ты не знаешь этот гриб, лучше его не собирать, потому что любой неизвестный гриб ты должен воспринимать как ядовитый. То есть, ну, в отношении съедобных грибов никаких ограничений нет.